Храм Покрова на Нерли в 10 километрах от города Владимира. Один из самых знаменитых храмов домонгольской Руси. Однако лишь немногие знают, что его появление связано с малоизвестным ныне государством, которое называлось Волжской Булгарией. Воинственный и набожный владимирский князь Андрей Боголюбский воздвиг храм Покрова Богородицы за одно лето 1165 года во знаменовании очередной победы над этим восточным соседом русского государства. Белый тесаный камень для строительства был также по преданию привезен из страны булгар в качестве военной дани. Когда же и как возникло это государство со столь знакомым нам сегодня названием? Его предыстория такова. Середина первого тысячелетия нашей эры. На огромной территории азиатских степей от западных границ Китая до Балкан стремительно возникают и также быстро сменяют друг друга тюркские полукочевые государства – каганаты. В этом котле раннесредневековой государственности, в череде миграций, стычек и военных походов, на рубеже VI-VII веков в степях Приазовья и предгорьях Северного Кавказа образовался каганат, именуемый ныне Великой Болгарией. Восточный сосед болгар, возникший в то же время хазарский каганат, оказался более сильным и агрессивным. Именно под его натиском болгарская общность распалась. Часть населения Великой Болгарии около 660 года двинулась на запад. И на территории нынешней Болгарии, а тогда на византийских землях, основала свое государство, существующее и поныне. Смешавшись с местным населением, предки нынешних болгар постепенно и полностью ославянились. Другая часть древних болгар двинулась на северо-восток, вверх по Волге и остановилась в районе слияния Волги с Камой. Именно этой части болгар, смешавшихся с местным финно-угорским населением, суждено было войти в историю под именем камских или волжских булгар. Это было несколько волн, которые, постепенно достигая территории будущей Волжской Болгарии, они оседали там. Но и кочевали тоже. Там к IX-X веку относится много богатых очень могильников, а поселений как раз находится сравнительно мало. Видимо, много времени они проводили в кочевках. Но оседали. Плодородные черноземы Волжско-Камского междуречья, густые леса и изобилующие рыбой водоемы, озера и реки способствовали быстрому превращению бывших кочевников-степняков в народ оседлый, искусный в хлебопашестве и ремеслах. В результате, за сравнительно короткий период, около 2 веков, на этой территории возникает новое государство. По данным археологии, произошло это в конце IX века. На первых порах молодое государство находилось в вассальной зависимости от своего традиционного врага, сильного и агрессивного каганата хазар. А на северо-западе, в непосредственном соседстве с булгарами, в это самое время становилась на ноги Киевская Русь. Разгром хазарского каганата воинами киевского князя Святослава в 965 году существенным образом способствовал подъему и расцвету Булгарии. К X веку уже во второй его половине образовались несколько городов болгарских и очень много поселений. Все, можно сказать, одной из причин процветания будущего этого государства это было и географическое положение на Великом Волжском пути. Он связывал Скандинавию, викингов, с Арабским Востоком, с Ираном. Через Каспий, через побережье Каспийского моря, со Средней Азией. Освободившись от хазарской зависимости, Булгария превратилась в единовластного контролера всей волжской торговли.
Наравне с работорговлей одной из самых доходных статей в те времена была торговля мехами. При этом булгары, следуя вечным правилам торговли, строго следили, чтобы русские продавцы не встречались непосредственно с арабскими покупателями пушнины. Во всяком случае, благодаря вот такому положению Волжская Болгария обрела статус одного из первейших рынков тогдашнего мира, можно сказать, даже не Европы, а мира. Торговое посредничество составляло основу булгарской экономики, но не только. В тогдашнем мире высоко ценились и изделия булгарских ремесленников. Сегодня для археологов своего рода маркером булгарского присутствия является замечательная по своему качеству керамика. Булгарские изделия из красной, хорошо обожженной глины не спутаешь с остатками примитивной глиняной посуды туземного производства, в изобилии встречающимися при раскопках в окрестных областях. Именно по находкам изделий булгарских гончаров ученые прослеживают экономические и культурные связи Булгарии со своими соседями. Высочайшего уровня достигло в Булгарии и кожевенное производство. Его слава пережила века. До сих пор в арабском языке лучшие сорта кожи называются аль-булгари. Согласно русской летописной легенде, князь Владимир в 985 году усомнился в возможности завоевать и обложить данью Булгарию, потому что все захваченные им в плен булгарские воины суть вся в сапозех, были обуты в сапоги. «Поищем себе лапотников!» – воскликнул изумленный князь. Территория Булгарии по археологическим данным устанавливается достаточно ясно. Восточная – по землям современной Башкирии. Южная ее граница проходила вблизи нынешнего Саратова. Западные пределы страны доходили до Нижнего Новгорода. На севере граница как таковая отсутствовала, хотя булгарские охотники освоили эти огромные пространства вплоть до самого побережья Ледовитого океана. Первой столицей Булгарии стал город с тем же названием. Город Булгар до сих пор существует на высоком левом берегу Волги в месте ее слияния с Камой. Сейчас он омывается водами Куйбышевского водохранилища. Путешественников, впервые попавшего сегодня в эти места, поражает непривычный нашему глазу контраст среднерусского пейзажа и величавых минаретов, мавзолеев, руин древней мечети. Арабский Восток на европейской равнине. Удивление подобного рода испытывали путешественники и много веков назад. Когда впоследствии, после татаро-монгольского уже нашествия, на Волгу зачастили миссионеры из католического Рима, вот один из них, Рубрук, восклицает в своих записях, тоже очень интересные записи оставил: «Я не понимаю, какой дьявол занес так далеко на север закон Магомета». Наверное, Вильгельм де Рубрук, французский монах-миссионер, проехавший полмира в надежде обратить в католичество верховного правителя монголов, удивился бы еще больше, узнав, что ислам был принят булгарами уже 3 с лишним века назад. В отличие от монголов, находившихся в середине XIII века на религиозном перепутье, булгары были тверды в выбранной ими вере. «Эти булгары, — сокрушался папский посланник, — самые злейшие сарацины, крепче держащиеся закона Магометова, чем кто-нибудь другой». Свой выбор веры Волжская Булгария сделала в 922 году. Она стала первым исламским государством на территории нынешней России. Для укрепления своего положения в борьбе с исповедовавшими иудаизм хазарами булгарский царь Альмаз обратился за поддержкой к арабскому халифату, в результате чего Булгария приняла ислам в качестве государственной религии. Для наставления в новой вере из Багдада на Волгу было отправлено посольство. Его секретарем был арабский путешественник и писатель Ахмед ибн Фадлан. Ибн Фадлан был секретарь этой экспедиции, и он вел подробные записи. Это страшно интересно. Ну, там есть очень много восточных источников, в частности, касающихся и болгар, но вот это наиболее такая полная, интересная книга, которая и сейчас читается с интересом, и нет человека, который бы занимался вот этими вопросами, который бы к ней не обращался. Все они живут в юртах, с той только разницей, что юрта царя очень большая,
вмещающая 1000 душ и более, устланная армянскими коврами. У него в середине ее трон, покрытый византийской парчой. Пища их – проса и мясо лошади, но и пшеница и ячмень в большом количестве, и каждый, кто что-либо посеял, берет это для самого себя. У царя нет на это никакого права, кроме лишь того, что они платят ему в каждом году от каждого дома шкуру соболя. Все они носят шапки. Когда царь едет верхом, он едет один, без отрока, и с ним нет никого. Итак, когда он проезжает по базару, никто не остается сидящим. Каждый снимает с головы шапку и кладет ее себе под мышку. И если умирает из их числа человек, то ему наследует его брат прежде его сыновей. И они убивают вора так же, как убивают прелюбодея. У них много купцов, которые отправляются в землю тюрок и привозят овец, и в страну, называемую Вису, и привозят соболей и черных лисиц. Сын их царя находится заложником у царя Хазар. Процесс исламизации булгар, начавшийся на глазах Ибн Фадлана, был стремительным и успешным. Археологические исследования погребений свидетельствуют. В конце X века в Волжской Булгарии повсеместно был принят канонический мусульманский погребальный обряд. Монгольские завоеватели, пришедшие на Волгу 2 века спустя, столкнулись с развитой цивилизацией исламского типа. Ученые считают, что хазарское руническое письмо, использовавшееся булгарами ранее, в XI веке начало вытесняться и далее было, очевидно, полностью заменено арабской вязью. Памятники письменности в Волжской Булгарии сохранились почти исключительно лишь как надписи на намогильных памятниках. Хуа аль-хай аль-лази ла ямуте. Егетләр күрке, күңелләр үзәге, галимнәрне агырлаган, ятим тол үксезләрне асраган. Первая строчка – это изречение из Корана, он живой, который не умирает. И далее краса молодцов, сердце сердец, почитатель ученых, воспитатель серых и убогих, Муса, сын Шахидуллы, золотых дел мастер. Умер по летоисчислению в 717 году. Это по нашему исчислению получается 1317 год. После падения хазарского каганата на карте Восточной Европы осталось 2 крупнейших государства-соседа – православная Русь и мусульманская Булгария. Их соединяла Волга, между ними лежали мордовские земли, на которые те и другие покушались, естественно, и Волжский путь, значит. Во всяком случае, это было нормально. Болгары также ходили походами на Русь, как русские ходили походами на Волжскую Болгарию. Были нормальные отношения 2 государств, которые рядом. То воевали, то торговали. Соответственно, вот когда на Руси голод был, вы знаете, это вот Суздальское, так и Ажиши, они только спаслись от голодной смерти, потому что болгарские купцы привезли на насадах, на этих судах жито, хлеб Владимира Суздальскую Русь. 1164 год. Князь Андрей Боголюбский идет войной на булгар. Взят их город Брехимов и сожжены 3 другие города. Успех похода был приписан знаменитой иконе Владимирской Божией Матери, которая была взята в поход. В память победы было установлено празднество 1 августа, Всемилостивого Спаса и Богоматери, и воздвигнут храм Покрова на Нерли. Другой поход против Булгарии был предпринят в 1172 году. На этот раз Андрей посылал туда своего сына Мстислава. Энергичный и властолюбивый, сын основателя Москвы великого князя Киевского Юрия Долгорукова и половецкой княжны, князь Андрей – фигура в русской истории символическая. Именно его волей центр государственности переместился на северо-восток, во Владимирскую, а позднее Московскую Русь. Именно с Андрея ведет свое начало традиционное российское самодержавие. Но искушенный политик, осторожный и расчетливый, Владимирский князь допустил, похоже, одну роковую ошибку,
которая стоила ему жизни. И этот знаменитый и трагический эпизод в русской истории имеет, как выясняется, отчетливый булгарский след. 28 июня 1174 года в Боголюбове князь был убит. Среди его приближенных составился заговор, и короткой летней ночью в княжескую спальню ворвались 20 вооруженных человек. Несмотря на свой преклонный возраст, около 65 лет, князь был еще очень силен и безоружный оказал убийцам значительное сопротивление. В суматохе от рук убийц вместе с князем погиб даже один из заговорщиков. Официальная причина злодеяния названа так и не была, и убийцы князя не были наказаны. Летописец, однако, называет нам тайную пружину заговора. Это была женщина, а точнее, собственная жена грозного князя. Булгарка родом и держаща к нему злую мысль, иже князь великий много воева. Булгарскую землю и сына посылал, и много зла учини болгарам. Старая как мир история, но именно таковыми порой оказываются тупики геополитики. После гибели Андрея Боголюбского русские походы против булгар не прекратились. За смерть брата жестоко отомстил его преемник, князь Всеволод Большое Гнездо. В 1183 году под его началом на булгар обрушились сводные русско-половецкие силы. Очередной удар соседям нанесли русские князья и в 1220 году, после попытки булгар захватить у русских западный путь по Оке в Белоозеро и Новгород. Но военные стычки перемежались и периодами мирной торговли. Булгарские купцы завозили на Русь пшеницу, кожу, восточные товары. Русы поставляли на булгарские рынки меха, оружие, процветала и торговля живым товаром. Конечно, работорговля была, она везде была, и в Итиле наверняка у хазар она была. А о том, как ценились вообще вот девушки, поставляемые отсюда, это вот есть известия разные западноевропейские, там, о том, как, сколько стоит русская девушка, им имена называются, Мария, Лукерья, еще какие-то. Они стоили вот дорого, татарки выносливые и не так красивые стоят там подешевле, черкешенки тоже дорого. Это очень был ходовой товар, так же, как продавали гвардии халифов, была из славян набрана. Ну, наверняка наши соотечественники там и были. В это время работорговля была очень развита. Отношения Руси и Булгарии в начале XIII века развивались в традиционном русле. Но из глубин Азии на европейскую равнину уже надвигалась новая страшная беда – монгольское нашествие. Первой под сокрушительными ударами татаро-монголов пала Волжская Булгария. Под 1236 годом русский летописец записал: «Приидоша от восточные страны в булгарскую землю безбожней татари, и взяша славный великий город булгарский, и избиша оружием от старца и до унова, и до сущего младенца, и взяша товара множество, а город их поджегша огнем и всю землю их плениша». Такая страшная судьба постигла тогдашнюю столицу государства, город Беляр. Вот как такой богатый город, он был разрушен просто самым бесчеловечным образом. И вот раскопки там показывают это полное разрушение, пожар, масса незахороненных трупов, значит, изрубленных людей. В общем, на этом месте больше Беляр не возобновлялся. Там есть в окрестностях Беляра поселения золотоордынского времени, но это уже были более мелкие поселения, хотя богатые. Болгар вот в этом отношении какой-то особенный такой город. Безусловно, монголы, завоеватели монгольские прекрасно были осведомлены о торговом значении Болгара, о удобном его положении, и они сделали Болгар своей первой столицей. Причем там есть много загадок, он исследуется очень давно и плодотворно, и до сих пор. Всегда удивляет то, что он был полностью сожжен, это нормально,
Но вот скелетов там находят очень мало или почти не находят. И еще характерная деталь. Прямо по этому пепелищу город был засыпан огромным количеством песка, привезенного, видимо, с реки. Прямо на неостывшем пепелище монголы выстроили свой новый город. Разорение страны было тотальным, но относительно недолгим. Волжской Булгарии в этом смысле повезло. Вскоре она становится одним из самых процветающих улусов Золотой Орды. Очевидно, главную роль в этом сыграло скорое принятие монголами ислама. В результате не была нарушена и преемственность булгарской культуры. Керамики раннего золотоордынского периода сохраняет все черты и традиции домонгольского периода. Те же самые параметры мы наблюдаем и в металлургии, стеклоделии, костяном производстве, кожевенном производстве. И поэтому сегодня ученые, когда изучают материальную культуру татарского народа, обязательно изучают первоначально домонгольскую культуру и золотоордынскую культуру, потому что это там первоначально заложилась все основы современной татарской культуры. Расцвет Булгарии отразился в первую очередь на облике ее столицы. Очевидцы упоминают ее мощеные улицы и водопровод, белокаменные дворцы, караван-сараи, мечети. Руины некогда славного города даже сегодня, 7 веков спустя, поражают своим величием. Мы находимся у Белой палаты. Это известный памятник, баня, построенная в начале XIV века. Здесь мы видим 2 печи для отопления этого здания. Отапливается здание подпольной системой отопления, канальной. С правой стороны видно основание специального площадки специальной для большого чана. Здесь стоял огромный чан, и там обогревался вода. Каналы проходили внутри здания и обогревали пол этого здания. Далее охлажденный дым проходил с левой стороны. Вот стояла труба, и проходил вот охлажденный дым в это здание. Внутри здания расположено 4 комнаты по углам. Здесь небольшие комнаты. Вот в этой части видите основание входной арки, камень XIV века. И внутри стояли такие водоемы небольшие, а в центральной части это зона отдыха. Здесь был расположен фонтан и скамейки для отдыха. Золотой век Волжской Булгарии по своей протяженности действительно равен столетию. Это период с середины XIII до середины XIV века. Ее закат начался с Великой Замятни. Так русские летописцы называли наступивший с половины XIV столетия в Золотой Орде период жестокой борьбы за ханский престол, эпоху раздоров и смут среди потомков Чингисхана. Чем слабее становилась монгольская держава, тем увереннее вставало с колен русское государство, традиционный сосед и соперник Волжской Булгарии. Когда-то, сокрушив Хазарию, Русь помогла Булгарии в ее государственном и экономическом становлении. Теперь же случилось обратное. Сила русского оружия, направленная против дряхлеющей монгольской державы, стремительно приближала и гибель булгарской государственности. Русский ставленник в 1370 году занимает булгарский престол, а 6 лет спустя в Булгарии появляются русские чиновники. В их обязанности входил контроль за торговлей. Последний удар по Булгарии был нанесен в 1431 году московским войском князя Федора Стародубского-Пестрого. Булгария лишилась южных земель, которые перешли в подчинение Москвы. Самостоятельность сохранили только северные территории с центром в Казани. Именно на базе этих земель началось формирование в Среднем Поволжье нового государства – Казанского ханства и нового этноса – казанских татар. Волжская Булгария растворилась в котле российской государственности, но ее самобытные традиции продолжают жить в современной культуре татар, чувашей и других народов Поволжья.